ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье 14:00, Центр Коми-культуры. Идет презентация народных костюмов. Всего 10 нарядов, по 2 от каждого района. Все имеют свои отличия, основанные на локальных традициях. Лен, шерсть, хлопок – исключительно натуральные материалы. Делали костюмы вручную в течение месяца. Они украшены вышивкой и набивными рисунками. Все по старой технологии. Костюм – это ансамбль, предполагает ансамбль. Дыром, рубаха, пояс обязательно. Без пояса ни одна коми-девушка и парень, ни один коми-человек не выходил на улицу. На ноги кокчерс, да. Ну и у девушек еще сарафан и передник по возможности. А так девушки не носили передника, поэтому у многих девушек нет его. В Прилузском районе красавицы больше ценили красные и синие цвета. В Ижемском предпочитали парчу и китайский шелк. В Сысольском – лен и вышивку. Помимо костюмов сегодня можно полюбоваться на картины. На них изображены традиционные деревенские пейзажи. Автор этих произведений – известная ухтинская художница Надежда Воробьева. 3 мая ей исполнится 80 лет. Вот 14-13 год очень интенсивно работала, чтобы закончить к этой выставке. Сейчас в этом году 180 лет деревни, и мой юбилей совпадает 80. И это персональная 33-я выставка. В общем, 3 важных момента, ну и постаралась. И продолжаю, и буду еще. Интерес к изобразительному искусству появился у Надежды Егоровны в детстве, когда она росла в селе Изваиль. За свою жизнь она нарисовала более 500 картин и продолжает творить. Сейчас, как и на ее картинках, пляшут люди. Они разучивают танец шон. После этого у них появится возможность попробовать свои силы в плетении пояса и украшении костюмов, а завершить встречу традиционные чаепития с шаньгами.